Исламское государство, Аль-Каида, Хизбут-Тахрир, движение Талибан, деятельность всех этих и ряда других организаций признаны запрещенными во многих странах, в том числе и в нашей республике. И если название и направленность таких террористических объединений, как ИГИЛ, известно во всем мире, то от других информации или мало, либо нет совсем. В нашей стране организации, распространяющие радикальные учения, признаются запрещенными решением суда. И в этом черном списке значится уже 2 десятка таких формирований. Однако его наличие и содержание население ни сном, ни духом. Вот по поводу взрыва в Санкт-Петербурге. Наши СМИ растиражировали информацию, что террористом оказался гражданин Кыргызстана. Но в то же время российские телеканалы с осторожностью преподносят обобщающим, мол, гражданин из Средней Азии. В таких случаях надо быть аккуратнее, тщательнее подходить к подаче подобного рода информации. К примеру, посмотрите, что стало после того, как неверно указали на причастность казахстанцам. Там ведь митинги начались. В парламенте предлагают обнародовать единый перечень запрещенных в стране террористических объединений. Документ с соответствующими поправками в закон о противодействии терроризму Палата сегодня рассматривала уже в 3-м чтении. И, как уверены инициаторы, крайне необходимо, чтобы информацией о террористах владели не только спецслужбы, но и рядовые граждане в свободном доступе. В Израиле о том, какие бывают антитеррористические мероприятия, знают все, начиная от детей и заканчивая президентом. Спецслужбы проводят учения среди населения. Я уже год назад вам предлагал ввести подобные нормы и у нас, но прошел год, а никакой реакции не последовало. Разработаны ли вами какие-либо рекомендации в этом плане? В нашем ведомстве разработано специальное постановление, утвержденное членами правительства. В нем четко расписано, что должны делать сотрудники пограничной службы, Министерства иностранных дел, МЧС. Все там есть. По данным того же ГКНБ, летом прошлого года была пресечена вербовка граждан для отправки их в зону боевых действий в Сирию. Активного члена подпольной террористической ячейки задержали с целым арсеналом оружия, у которого были гранаты, детонирующие шнуры и джихадистские материалы. Обратили внимание в Джугурку-Кенеше и на мероприятия с массовым скоплением людей, во время проведения которых первостепенной задачей правоохранителей должно стать обеспечение безопасности. Недавно мы праздновали Ноурус. Вы помните, что на ипподроме собралось более 20 тысяч человек? Я тоже там был. Что там творилось? Многие через забор начали перепрыгивать, на ограждение полезли. Кто знает, что у них могло быть на уме, что могли принести с собой. Нас вообще постоянно Бог спасает. Но у вас в правоохранительных органах есть все возможности. Мы вас тоже поддерживаем. Надо все-таки направлять все силы, и время, и деньги, чтобы быть готовыми предотвратить трагедию. По официальной информации, на сегодня в Сирии и Ираке воюют порядка 600 кыргызстанцев. Инициаторы законопроекта считают, что предлагаемыми поправками можно будет предостеречь молодежь от вступления в ряды существующих радикальных движений. После обсуждения в заключительном 3-м чтении поправки депутаты одобрили. Алексей Немашкал, Мирим Ташибекова, Алтынбек Каныбекулу, НТС.